А в ущелье-то уже и осень, вон. Смотрите, какой ковер разноцветный. Инжира хочется, а его нету. Им пахнет, но я не могу понять откуда. Маршрут он мне, кстати, дает на выезд отсюда. Через Лиссабон также. Прямо вот вдоль опять, вдоль вот того места, где мы ночевали. Вот так вот Лиссабон мы опять объезжаем весь. Опять вот это вот по над морем, города вот эти все, где мы по тротуару с вами плелись. Ну, это Google. Там можно, конечно, поблукать. Я что-то в таком настроении, знаете, блукать у меня совсем желания нету. Мне интересно, неужели вот на мотоцикле не получаешь кайф там вот на скольки тут? На 30, на 40 здесь. Что, не? Нужно вот прямо до края. Есть что-то хочется, хотя непонятно с чего. Ну не хочется, ну какой-то вот, я не знаю. Ну вот как это снять, а? Вот я сейчас делаю снимок телефоном, и его вы увидите. Сейчас мы немножко новой дорогой поедем в Кашкайш. Не вот по берегу, вот так вот, как мы вчера ехали, крюк. Потому что там мы уже были. Окей. Посмотрели, как могли, ладно. То есть это мы ущелье вот это вот, то оно обходит вот, как мы ездили вчера, а это просто вот налево, сейчас. Не направо, а налево. Там я все-таки уже видел. Я стараюсь по одним и тем же дорогам не ездить. У меня такое ощущение, что я вообще могу все. Просто вот в Назаре по холоду я ехать не хочу. То есть я понимаю, что прекрасно там за день, за полтора дня мы бы до него допилили бы, да, отлично, можно, но не хочу. Раз уж у меня здесь такая переориентация, нам ехать вот туда, я вам покажу, насколько вот необычные португальские дома бывают, красивые. То есть вот смотрите, дом в плюще весь, дом на... Да нет, на двух хозяев, по-моему, да. То есть вот ворота, какая-то верандочка, какой-то угловой балкончик. Здесь вот, видите, они состыкованы вместе. То есть вот тут вот как бы плющик какой-то или что это, вот какой-то проход там есть. Вот какая-то вот плита дырявая, не знаю, с отверстиями. И вот оно бывает, знаете, настолько приятно смотреть. Бывает вот такое. Со скамейками, конечно, здесь беда. Это точно. Я там видел пару штук, но думаю, может еще будут, надо что-то перехватить, чтобы не везти. Можно у моря. Нет, вот эти вот товарищи, я уже про них все понял. Это люди, у которых ни уважения нету, ничего. Для меня они такие уже, знаете, как двояко выпуклые. Ну что, места узнаем, да, моя фраза любимая. Вот же отель этот 5-звездочный. Конец ЖДшки. И сейчас нам крутить, крутить, крутить и крутить. До самого Лиссабона. Опять этот же самый маршрут. Но он прикольный, я вам скажу честно. Вот от Лиссабона до Кашкайша мне понравилось. И Кашкайш мне понравился. Да не, ну отель прикольный. Конечно, не Ялта и турист, но, блин, нормально. Вот Интерконтиненталь. И тут, кстати, большой шикарный променад вот от Кашкайша пошел вот вдоль моря, вот до какого-то поселочка, до соседнего. Вот он идет, и там прямо в город приходит. Ну и ЖДшка. А здесь у людей виллы, вот тут вот прямо здесь, вот прямо тут, вот, что вот бассейн, вот тут вот где-то дом прямо под горой.
Вот между ЖДшкой и вот дорогой вот этой вот. Блин, отель возле ЖД. Тутух, 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 тутух. Ну, здесь скорость небольшая, но все равно. Вот, полностью перед Интерконтиненталем все замощено брусчаткой. Кольцо, разъезды, подъезды. Тотальменте. И сам он весь. Интерконтиненталь, Кашкайш, Эштерил. Да, я, кстати, вспомнил-то и глянул по карте. Конечно же, здесь находится знаменитейший португальский формульный трек. Инжира хочется очень сильно. Что мне как-то так вот, я бы сейчас так бы инжира перехватил бы, и меня бы отпустило бы там на часик, на два. А так что-то мне хочется есть. Я не могу понять, в чем дело. Что мы там на горку 2 раза педали крутнули. Ну 2 раза. 1 раз вверх, когда... Ну и 2-й раз, когда оттуда выезжали. Не, вот тут архитектура красивая есть. Но ее высматривать нужно. Ну как красивая? По португальским меркам. Какое-то бастантное такое место. Тут, наверное, кто-то знатный жил. И еще один дом. Это прямо вот вид на океан. И там вон электричка Мерседеса, по-моему, это С-класс, их не самый новый электро, да. Ну, самый вот этот, вот видите, он такой весь вообще. Это полностью электричка вон. Или Е, или С, я их не вперлись. Вот что же вы здесь инжир не посадить? Ну, в принципе, от него, конечно, да. Это падает. Потом не очень чисто. Да, ради бога, мы тебя и подснимем еще, чувак. Ты чё? Такой вежливый. Были тут вежливые те, кто на машинах да на мотоциклах гоняет. Я вам вчера показывал вот это здание, да? А напротив вот этого здания не показал вот такое. Или показал, но я не помню. Ну, очень смотрится живописно. Я присел. Вот тут напротив же этого места. Тут так спокойно вроде. Вода вон есть, пойду умоюсь. Поесть гарманзаносов, как оно называется тут у них. Грау де Бико. Как он смотрится, а? Вообще просто потрясно. Вот эти камушки все. А если бы еще и забор был из них, это вообще бы просто... Ветер не в лоб, а такой боковой. Хоть едем вон 20-ку уверенную. Даже почти в спину, да. Я ж чувствую, думаю, да что ж такое? С чего бы это вдруг? Мы так прямо легко. Конечно, если вот так вот, то тут мы так и можем и доехать. Ну что, мы валим постоянно там 25 плюс. Ну, я кручу, конечно, так нормально, включаюсь. Прохладненько, ведь ветерок подгоняет. Просто сюда-то мы с вами плелись, смотрели все. Вон там, кстати, было объявление коррида. То есть в Португалии она есть. Я когда смотрю на вот этих вот мотоциклистов, которые возят баб с такими жопами, что, мне кажется, сейчас на кочке могут и штаны по швам треснуть. Мне интересно, где они их берут, а? И зачем? Я остановился глянуть, вдруг что-то есть. Вот идет велодорожечка, видите, променадик. Прямо вдоль ЖДшечки. Но он такой, он то есть, то нету, поэтому я на него не лезу. Ну-ка. Не, вообще нет. Даже близко. Даже ни в какую. Никуда вообще. Тут
Тут вон вообще непонятно, откуда это дерево растет-то. Вот. Вот, просто раз и все. Тоже вот был маяк, и чё? Ну его так обновили, и он как вышка просто используется. Мне бы хоть раз в жизни на маяк попасть, на настоящий. Да бог с ним! Даже на музейный. Ну, чтобы только там это все было, как оно есть. Посмотреть хоть. Сдается мне, что тут что-то есть еще. Точнее, не еще, а уже. Хочется что-то вкусненького. Да? Угу. Офигеть. Странно, почему его никто не ест и не собирает. Мне это непонятно. Вот видите, с него капля свисает. Представьте себе, что его окунули в сахарный сироп. Угу. Даже не в сахарный сироп, а сироп, сваренный из этого же инжира. Не, а вот этот вот в клубничный. Угу. Вот инжир, который макнули в клубничное варенье. И это не черное, это белое. Я такого инжира нигде не ел. Отвечаю. Нигде вообще. Португальцу, по-моему, до лампочки. Ему самое главное, что не к нему в гости пришли. Не сказал собакам, типа там харе. Ну, им, наверное, нельзя. Чтобы у них не избивался этот мастер. Все, я ушел, буду есть здесь. Я подчеркиваю, может быть, подчеркиваю, мне, подчеркиваю, кажется, но это самый вкусный инжир белый, который я ел. Особенно вот я уже вам могу показать. Вон, раз, два, 3, 4, когда вот он такой чуть-чуть подсморщенный, все, вот это вот, и когда с него свисает вот капелька сиропа, вот я вам говорю, представьте себе спелый инжир, который просто вовнутрь ему взяли и сделали инъекцию клубничным вареньем. И перемешали внутри все. И он мягкий, вот этой вот кожуры вы ее не ощущаете. Ну вот честно, вот поверьте мне, уж я-то инжира поел нормально, везде, по Испании, как говорится, от и до, включая Балеары. К черный под вопросом, но вот этот вот, по-моему, вот именно в Португалии, именно вот это дерево, вот честно, он не он водянистый и насыщенный, то есть он такой сочный прямо. Вот где велодорожка это начинается, где мы с вами под ЖДшечку. Мы ехали, и Google нас, то есть мы в принципе могли бы, я бы мог в принципе прочигириться как-то по пляжу и попасть на нее. Тут метров, наверное, 100 надо было бы пройти. А мы ушли вот сюда и поднялись наверх. По идее, она должна идти до самого Кашкайш. Нет, там скалы были, нет. То есть она идет вот как вдоль ЖД. Пока ЖД не уходит в туннель, по идее, она вот и идет. Вон, деревянная шпала работает. И никуда она уходить на покой не собирается. Да, как мнение о Португалии поменялось, да? Так мы проехали-то, по сути, только там 1/3 вдоль берега. Ну, не 1/3, ну, нет, ну, половину, окей. Растянуть, если вот это то, что мы там ехали, да. Пол береговой линии только. А еще на север можно, а там, говорят, вообще красиво. Кстати, на пляже вот какая-то черная галька. Частично. Вот если бы он был весь вот такой вот у Ромы, у него есть фотки, где полностью пляж из черной гальки. А здесь вот оно такое, как зебра, как QR-код. Я в хорошем смысле.
Ветер опять чуть-чуть, по-моему, в спину, чуть-чуть. Но этого мне достаточно. Я сейчас тут могу легко к 30-ке. Нет, это такая, ну, совмещенная. Вот это любовь, а. Вот это я понимаю, а. Но тут нужно понять, они познакомились вчера или 50 лет уже вдвоем. Так, девочка, ты меня видишь, да? Молодец, хорошо. Хорошо, что видишь дядю на велосипеде. Да, вот все показывают класс, потому что все понимают, что просто так никто вот так вот не катается. Слушайте, тут что, реально велодорожка идет вот так? Ну, поехали. Я поеду именно по ней. Чисто вот ради принципа. Здесь какое-то огромное эспасио, на котором, мне кажется, можно проводить любые мероприятия. Я, кстати, подумал, а прикиньте, какая была круть, когда в Эштариле-то, я не знаю, сейчас, по-моему, Эштарил из календаря давно ушел, а когда здесь гонки были, ух, тут гудело все на выходные. Здесь живут. Я скажу, неплохо. Да нет, не может быть, чтобы такое место заняли. Да нет, вот и электричество к нему идет. Не-не-не, это от Марины. 100%. Тут и охрана. То есть спокойно вот мы заехали, проехали. Как интересно, а? Тут мы с вами уже были. Все, короче, не знаю я, что делать, куда ехать, как ехать и зачем. Ничего не знаю. Да, надо звонок точно купить. Я искренне всем рекомендую посетить вот этот вот музей, потому что он просто великолепен. Ну, вы поняли, о чем я. Он просто великолепен. Но лучше его посетить с кем-то, кто в этом шарит. Вот у меня такой человек, это Максим Юрьевич. Но... народ, прилив. Прилив. Вон трубы эти почти полностью в воде, да. Еще можно было посетить вот эту вот штучку, но вы же знаете, что вот это вот современное искусство, это, я уже сказал, я его не понимаю просто. Да, мост, конечно, вообще крутой. Этого у него не отнять. На! Детка засандалила. Я думаю, они метров на 30, на 40 закидывают на изи. Вот отсюда, чтобы вот так вот была видна вот эта вот безумная, можно еще, чтобы вот этот Иисус, этот крест этот было видно. Вот так вот оно. Раз и ушло. А? Каково? И в нем же и ЖД сверху авто, под низом ЖД идет. А звук-то какого от него, а? Это не поезд. Подождите, так машины едут по сетке. Это не асфальт. Там не асфальт, он весь из стали. Вот сетка, вон видно машины. Да, мост однозначно, ребятки, возможность у кого будет, да.
Эта тележка, я так понял, она ездит по всему мосту для обслуживания. Вот это вот тележка, вот это вот тележка и там тележки. Вот они ездят по рельсам, здесь рельсы. С самого низа, вот так как она висит, так она и ездит. Здесь написано, что зона типа только, ну вот, вести. Я это использую как боншанс пройтись и посмотреть, что тут. А здесь просто кафешки вот такого плана с видом на лодки и с видом на мост. Просто кафешки с видом на мост. О, вот такие здесь виды. Кстати, вот это вот лодки все с открытым трансом, это для погоняться. А, так это школа и есть, ну естественно. Еле нашел велодорожку. Там такое оно на брусчаточке и просто указано этими металлическими. Что, и тут можно, что ли? Люди вообще где попало ставят палатки. Алеша стремается. Грязно очень вообще. Очень грязно, очень неуютно вообще. Ну что, дубль 3, да? Ну не хочу я туда в тот форт лезть, ну честно, ну вот... Вон, Сумос Натурайс, Зумос Натуралис, я уже не помню, как они по-испански, ну в общем все тоже примерно. Я думаю, если вкуриться в эту тему, то я португальский дотяну до испанского там при активном, вот как я сидел, занимался, я думаю, месяца за 6. То есть также буду воспринимать на слух, все нормально будет. Новые слова, запас слов, конструкции, я думаю, здесь все строится точно так же. Вот я бы купил за евро магнитик. Кому его давать? Кому он нужен? Мне он не нужен. Кому? Что, привезти просто на холодильник повесить? Арку снимаю чисто как дань уважения. Надо, кстати, попробовать вот это местное пиво. Как оно там называется? Сагрес, как португальское. Ну вот он здесь. Я думаю, понятно, что к нему и пиво. Тут, наверное, очень много разных сортов есть. Так, нам бы уйти с проезжей части. То кто-то еще на наш Бениколаб там что-то бочку катит, селиться не хочет. То вы в Лиссабоне не были, в историческом центре. Самый центр. Мне кажется, если бы я был бы мэром такого города, я со стыда бы просто... Да я бы... не. Это исключено. Это же просто ужас. Посмотрите. Но здесь еще ладно. То я у нас в Валенсии вот такого не припомню.
Я про центр молчу, там вообще у нас все вообще. А на севере... О, как мы так приложили. Может, это какой-то местный менталитет вот этих вот всех товарищей латино-бразильских, что они посреди грязи вот такого вот, они себя чувствуют просто более спокойно, как и индусы. Ну вот посреди вот такого вот. Вот, посмотрите, вот представьте себе, здесь вот прийти, сесть, поесть. Вот тут вот. Я бы посрать здесь не сел, если честно. Мне интересно, где они этот Мишлен украли? Ну, где, откуда они его взяли? Что он здесь делает? Что он делает здесь? У меня вопрос вот такой вот. Вот туда я просто боюсь идти. Честно. Консервейра де Португаль. Что это? Сигары, табак? Консервы? Да нет. Консервы, да. Португальские консервы, наверное. Тунец. Такой же самый, который можно купить вон в Лидле за евро. Не, на горку я не хочу идти. Все. Обойдемся без базилики. Не хочу. Ну вот, хоть какой-то красивый кусок. Там вот Корк. Тут вот тоже что-то пожрать. Какой-то отель 3 звезд. Какой-то хостел какой-то, ночлежка. И вот здание вот такое вот с пиками. Вот оно в таком стиле. В каком-то какой-то музей. Хосе Сарамахо. Ну вот, да, вот это вот здание, вот оно необычное, окей.